В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Добрый вечер. БАМ и Магадан должна связать круглогодичная дорога. По поручению Владимира Путина над проектом будут работать правительства Якутии и Магаданской области. Бивни мамонта в законе. В Госдуме пересмотрят закон о недрах. Более 200 семей должны переехать из аварийного жилья в этом году в Нерюнгринском районе. Справится ли местная администрация с этой задачей? Жизнь на краю обрыва. Участки в селе Пригородное метр за метром смывает вода. В Алдан прибыли китайские спортсмены. По традиции лыжный сезон для них начинается с Якутии. И дайджест событий Мирнинского района в обзоре наших корреспондентов. Владимир Путин поручил правительству страны, Магаданской области и Республики Саха-Якутия представить предложение по созданию устойчивой автомобильной связи между Магаданской областью и Байкало-Амурской магистралью. Срок отвел до 1 марта следующего года. Об этом сообщает РИА Новости. Власти Магаданской области подготовили концепцию, где предлагается заасфальтировать региональный участок трассы Колыма, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Носов. Есть проработанная концепция твердого покрытия от Магадана до Сусумана. Спрос за выполнением поручения Путина усиливается со стороны правительства и со стороны регионов. Подключена Якутия, так как проезд должен осуществляться до железной дороги и аэропорта Якутска. Туда относится и мост, которого не хватает. Работа с такими объемами – это 10-15 лет, чтобы выполнить их в полной мере и в надлежащем качестве, сообщил Носов. Он добавил, что сейчас главная задача региональных властей – разработать проектную документацию и решить проблему с завозом всех необходимых материалов для ремонта автодороги. Атомную электростанцию малой мощности построят в Якутии. Наш регион и Челябинская область стали потенциальными площадками для реализации проекта Росатома. Ранее госкорпорации Якутия заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства АЭС малой мощности. Глава региона Айсен Николаев на полях Восточного экономического форума сообщал, что площадку под станцию мощностью 50 или 75 мегаватт планируют окончательно определить в следующем году. Строительство маломощных станций с реакторами средней мощности – одно из перспективных направлений в атомной энергетике будущего. В Госдуму внесут предложение по изменению закона о недрах, благодаря чему могут быть сняты ограничения по количеству собранных палеонтологических остатков, и в том числе бивни мамонта. По словам депутата Галины Данчиковой, предлагается внести поправки в 11 статей закона. В частности, предусмотрено введение нового вида пользования недрами, сбор поделочных материалов и палеонтологических остатков. Реализацию поделочных материалов предлагается осуществлять на организованных торгах в порядке, установленном правительством России. Это позволит навести порядок в ценообразовании. При этом могут быть сняты ограничения по количеству собранного материала, появится ответственность за рабочий участок. Также депутат отметила, что сбор ценного материала допускается на глубине до 2 метров и, что особенно важно, без применения взрывных работ и землеройной техники. По всей стране сейчас активно идет работа по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. На сайте Фонда содействия реформирования ЖКХ жители страны могут посмотреть, как идет реализация данной программы. Так, на сегодняшний день удалось переселить более 1 миллиона человек по всей стране. Сколько россиян планируют расселить до 2024 года и каковы показатели в нашем регионе, расскажет Дмитрий Тымыров. Отметим, что сегодня на территории страны реализуется национальный проект «Жилье и городская среда», который включает в себя федеральный проект обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, в рамках которого по всей стране идет переселение граждан из аварийного и ветхого жилфонда. За последние 6 лет реализации национального проекта было расселено более 12 миллионов квадратных метров жилья по всей стране. На территории Якутии в период с 2014 по 2018 годы было расселено по данной программе более 400 тысяч квадратных метров жилья. Это 1435 аварийных дома. На сегодняшний день в регионе в реестр аварийных домов включены 4242 объекта, что составляет 1347
тысяч квадратных метров жилья. По программе переселения из аварийного жилфонда на период с 2019 по 2025 годы планируется расселить более 3500 аварийных дома. Это более 1 миллиона квадратных метров. По программе будут расселены до 2025 года 61,09 тысяч якутян. В основном это дома, построенные до 1996 года, имеющие 1 или 2 этажа. Для реализации данной программы потребуется 110 миллиардов рублей. Фонд содействия реформирования ЖКХ на эти цели направит 78 миллиардов рублей. Оставшуюся часть республика должна сама возместить. Отметим, что в рамках реализации второй очереди программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилфонда по всей стране планируется переселить более 500 тысяч человек. Это 9 миллионов 54 квадратных метров аварийного жилья. На эти цели предусмотрено 507,17 миллиарда рублей. Из них основная часть будет средства из федерального бюджета, остальная часть – это средства региональных бюджетов и внебюджетных источников. Так, например, в Нерюнгринском районе вопрос по обеспечению жильем более 200 семей, проживающих в аварийном фонде, должны решить до конца этого года. В районной администрации рассказали, что доведенные правительством региона лимиты на текущий год позволяют обеспечить переселение 213 квартир. На сегодняшний день из планового количества уже есть контракты на 163 жилых помещения. Всего по этапу этого года жители района получат 100 квартир в новостройках, 94 квартиры будут приобретены на вторичном рынке и 43 семьи получат денежную компенсацию. Зима в этом году в Ленск пришла раньше, чем обычно. Снег выпал уже в середине октября, и температура установилась ниже нуля. Вследствие таких погодных условий гололед на дорогах и тротуарах города. Дорожные службы в первый же день вышли на дороги Ленска. Подрядные организации проводят работы по уборке снежного покрова с дорог и посыпают перекрестки и опасные участки проезжей части в соответствии с температурным режимом. В таких погодных условиях повысился риск аварий на дорогах. В Якутии по статистике более 15 тысяч человек страдают под патологиями системы кровообращения. Для лечения сердечных заболеваний в Национальном центре медицины с 2017 года отделение рентген-хирургии проводит диагностики и сложные операции с использованием рентгенаппарата без открытого хирургического вмешательства. Подробности в сюжете Андрея Мухоплева. С 2007 года Наталья начала чувствовать дискомфорт в груди, а именно учащенное сердцебиение. Спустя 12 лет симптомы уже стали привычными, без надлежащего внимания. И в один миг самочувствие резко ухудшилось, что повлекло срочную госпитализацию в кардиотерапию для восстановления сердечного ритма. После сильного испуга Наталья незамедлительно обратилась к кардиологу. Операция прошла быстро, я вообще ничего не почувствовала. Под местным обезболиванием. То есть все слышим, все видим, доктор с нами беседует, замечательный доктор. Все по ходу дела рассказывает, все, что вот интересно нам. После операции, да, у меня пульс стал нормально. То есть если у меня в течение дня пульс раньше прыгал от 60 до 90, то в этот раз у меня пульс стабильно 70, 74. Ну, в общем, я такая счастливая, мне больше ничего не надо. Врачи используют тонкие катетеры, на концах которых вмонтированы баллончики, заплаты или расширяющиеся трубочки. С помощью катетера эти устройства проводят в полость сердца или в нужный просвет сосуда, а затем, расширяя баллончик, давлением восстанавливают суженный клапан. Тем самым увеличивают или создают дефект перегородки. А за ходом операции врачи следят на экране монитора и четко контролируют все манипуляции с зондом. И потому преимущественно таких операций не только меньшая травматичность, но и высокая безопасность и эффективность. Отбор пациентов у нас происходит в республиканском кардиодиспансере. Это тоже наше структурное подразделение нашей больницы. То есть все пациенты с патологией сердца направляются нам с этого подразделения. То есть там у нас идет отбор, подготовка пациентов. Непосредственно уже здесь в клиническом центре, в нашем консультативно-диагностическом центре это уже отобранные пациенты, конкретно которые ложатся на оперативное вмешательство или на диагностическое исследование. За год обследования и лечения проходит свыше 9 тысяч пациентов. С прошлого года отделение оказывает экстренную помощь пациентам с инфарктом миокарда и с нестабильностью стенокардии. С начала нынешнего года экстренную помощь получили свыше 500 пациентов. Андрей Мухоплев, Григорий Григорьев, Якутск.
Сегодня Международный день белой трости. Он призван привлечь внимание общества к проблемам слепых и слабовидящих, а также сформировать толерантное отношение к ним. В честь этого дня сегодня в Якутске прошел День открытых дверей. С инвалидами встретились работники Департамента жилищных и имущественных отношений, Управления здравоохранения и Пенсионного фонда. Они обсудили проблему людей с ограниченными возможностями здоровья. По городу Якутску у нас в управлении социальной защиты состоят на учете где-то 600 человек. Из них 123 абсолютно слепых и детей до 18 лет 5 детей. В рамках этой декады очень много мероприятий проводит общественная организация города Якутска слепых и совместное управление социальной защиты. В целом же вопросы поддержки инвалидов сегодня обсуждали на заседании Совета по делам инвалидов при главе республики. Так, например, до конца года должен быть разработан проект концепции совершенствования реабилитационной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Вообще в регионе проживает 58 тысяч граждан с инвалидностью, и практически все они нуждаются в социальной или медицинской реабилитации. С этого года уделяется большое внимание навыкам самостоятельной жизни инвалидов. Еще один пример. В этом году к самостоятельному проживанию будут подготовлены 2 человека с ментальными нарушениями. Еще одна проблема, требующая внимания – доступная среда. Государственная программа включает в себя множество мероприятий и работает в регионе уже 6-й год. Эта программа также и в последующие годы будет реализовываться. Только в этом году на эти цели мы направили более 57 миллионов рублей. В том числе получили поддержку 10 муниципальных образований и городских округов. Кроме того, с этого года мы приступили к реализации 2-го этапа государственной программы «Доступная среда», который направлен на формирование системы комплексной реабилитации и реабилитации инвалидов, обеспечение равного доступа к таким услугам, а также к профессиональному образованию и к трудоустройству. Ну а сейчас небольшой блок рекламы, и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Жизнь на краю обрыва. Участки в селе Пригородное метр за метром смывает вода. В Алдан прибыли китайские спортсмены. По традиции лыжный сезон для них начинается с Якутии. И дайджест событий Мирнинского района в обзоре наших корреспондентов. Якутия-24, и мы продолжаем наш выпуск. Против природы не пойдешь. В Якутске жители села Пригородное Соцзаря стали заложниками природного явления. Из-за того, что русло реки Лена стало менять свое направление, ряд участков земли селян уходит под воду. Буквально на глазах собственников земель каждый год метр за метром береговая зона начала разрушаться. На месте событий побывал наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Когда-то здесь было 20 соток земли, а теперь от этих 20 осталось лишь клочок земли. Разрушения береговой зоны начались здесь в 2007 году, когда русло реки поменяло свое направление. С каждым годом земля потихоньку рушилась. Но самое большое наводнение вот в 2018 году произошло. У меня веранда, от веранды было до березок где-то метра 3-4. И когда уже упали березки, естественно, я начала бить тревогу. Тогда вода унесла с собой большую часть участка. Березы теперь лежат на берегу в ожидании весеннего половодья следующего года. Чтобы спасти свой дом, Светлана демонтировала веранду, чтобы хоть как-то обезопасить жилое строение. Заходить в дом и выходить из него стало еще опаснее. Обрыв вплотную приблизился к дому. Я же не виновата, что берег осыпается и участок уходит под воду. Точно такая же ситуация и у соседей. Картофельное поле было у меня вообще-то большое. Оно, так, если так сказать, наверное, метров 15 длиной и 10 шириной. Вот такое вот было поле. А от него уже ничего не осталось. От этого поля. Я даже в этот год вот чисто вот там вот посадил. Грядочку там, чтобы чуть-чуть, вон где шланг лежит, там посадил картошку. Чтобы молодую покушать, это с женой, супругой и все. А так вот это вот отсюда, вот где вот эти вот грядки, и вон туда вот это все было картофельное поле. Вот это вот все снесло. Теперь ни картофельного поля, ни участка, а в следующем году и вовсе ничего не останется. И таких домов здесь несколько. Я начала обращаться во все инстанции. Сначала я обратилась к главе мэрию, к Авсентьевой обратилась.
перенаправили меня в это муниципально-казенное учреждение агентства по лесным отношениям. Непосредственно мной там занимался специалист, начальник юридического отдела Башурова Любовь Александровна. Она взялась так вроде, поможем, что в наших силах все сделаем. Но в конце концов все это сошло на нет. Весной этого года должны были здесь произвести берегоукрепительные работы по поручению правительства республики. Как нам сообщили в Министерстве экологии региона, эти работы велись лишь в селе Хатасы, а в пригородном нет. Об этом отмечают и жители этого села. Также по поручению первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова мэрии города Якутска было дано поручение рассмотреть возможность переселения Светланы Елисеевой из зоны возможного риска обрушения берега в срок до 25 июня. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Если местные власти не решат данную проблему до наступления весны, то уже в мае следующего года участка здесь будет не видать. Он просто уйдет под воду во время весеннего половодья. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Сотрудниками Нерюнгринского линейного отдела полиции проводится профилактическое мероприятие без наркотиков. Пропаганда ЗОЖ, проведение лекций в образовательных учреждениях, информирование населения об общественной опасности и негативных последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ. Очередная акция прошла в Южно-Якутском технологическом колледже. Участие приняли активные студенты, пропагандирующие ЗОЖ. Профилактическое мероприятие без наркотиков, направленное на пресечение, выявление, предупреждение, профилактику правонарушений и преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств и употребления, в том числе несовершеннолетними. Основной задачей в данной деятельности является в том числе профилактика правонарушений. Проводятся лекции, направленные на различные темы правового характера, акции против наркотиков среди молодежи, а также другие мероприятия. Азиатско-Тихоокеанская конференция юных исследователей стартовала в Якутске. Делегации прибыли из Китая, США, Индии, Индонезии, Малайзии и еще 6 стран мира. Для республики это первый опыт. 75 юных исследователей представят свои научные работы в области математики, информационных технологий, физики, социогуманитарных наук и инженерного дела. Сарглана Федорова с подробностями. Ради науки молодежь Азиатско-Тихоокеанского региона собралась в Якутске. Модель автономной насосной станции, инерционный самодельный дровокол, получение электричества из сточных вод и водорослей. Юные исследователи мыслят широко. Свои проекты ребята защитят завтра. Их работы будут оценивать 20 международных экспертов. У участниц из Гуама, США, инновационные разработки для улучшения качества жизни. Я разработала влагопоглотитель, так как у нас в Гуаме климат очень влажный. Также мы рассаливаем почву с помощью культуры риса и исследуем сточные воды, чтобы с их помощью получить электроэнергию. Якутию представляют ребята, которые прошли строгий отбор. Кирилл Куницын из Нерюнгри разработал роутер Wi-Fi, который защищает информацию о пользователях от злоумышленников. Получается, я использую такие алгоритмы, как DNS Proxy, просто DNS, Tor, SOX5, который шифрует мою информацию, проходящую через роутер. Так что это не дает злоумышленникам перехватить ее. С этим проектом я активно участвую на протяжении уже целого года на международных выставках, выставках России. Параллельно с конференцией пройдут лекции, секционные заседания от ведущих ученых, а также конференции, семинары для педагогов. Школьники посетят учебные заведения столицы и достопримечательные места Якутии. И в дальнейшем эта конференция предусматривает сеть разных мероприятий, которые произойдут следующим летом. Это мероприятия, связанные с разными научными школами, в которых победители данной конференции будут участвовать. Конференция проводится в 8-й раз по стандартам ИСЭФ – Всемирного смотра конкурса научных и инженерных достижений школьников. Победители конференции станут кандидатами на участие во Всемирном смотре конкурсе Intel ISEF, который проходит ежегодно в США. Помимо этого, они получат возможность бесплатно обучаться в ведущих университетах мира. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск.
Торжественное открытие международного фестиваля поэзии «Благодать большого снега» состоялось сегодня в Якутске. Участники фестиваля – члены Союза писателей, приглашенные гости из разных городов республики, России и зарубежья, студенты и преподаватели СВФУ. Таким образом, проявляется большой интерес к якутской литературе и поэзии. Это не просто съезд писателей и поэтов, а перспективная площадка, где участники могут найти издателя или же своего переводчика. Подчеркнем, что данную строчку в названии взяли из стихотворения народного поэта Семена Данилова. На телеканале «Культура» завершился масштабный музыкальный конкурс «Квартет 4×4». Его география поражает. Показать себя в столицу приехали коллективы из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Казани, Ярославля, Красноярска, Вильнюса. Среди участников есть и квартет, в состав которого входит и якутянин. Подробности о музыкальном шоу и о нашем земляке смотрите в следующем материале. Каждую неделю участники конкурса «Квартет 4×4» погружают в магию музыки зрителей и членов жюри. Это масштабное телевизионное шоу идет в эфире второй сезон. В этом году на конкурс попал коллектив флейтистов «Рандеву» из Петербурга, в составе которого выступает и якутянин Ким Слепцов. Ким закончил высшую школу музыки в Якутске, а потом и Петербургскую государственную консерваторию. Уже 7 лет он играет в квартете «Рандеву». Правда, это лишь хобби. Основная работа у меня служба. Я служу по контракту в военной академии связи, в военном оркестре. День у меня проходит так, что с утра у меня служба, работа. После обеда мы занимаемся нашим творчеством, нашим квартетом. Мы любим экспериментировать, пытаемся популяризовать свой инструмент. И поэтому играем всякие разные вещи, там, от Баха до Queen, вот, «Богемскую рапсодию» играли. В конкурсе участвуют 16 квартетов. Чтобы попасть на эту сцену, ребята из «Рандеву» прошли огромный кастинг. Организаторы выбирали лучших из лучших. Музыканты из Петербурга в финал не прошли, остановились в полуфинале. Но сами участники квартета уверены, что и это хороший результат. Конкурс на самом деле масштабный, потому что это шикарные составы, и есть составы, которые при филармониях разных городов, то есть это профессиональный уровень. Когда проходили эти съемочные дни, мы столько играли, и вот это такое тесное общение. И в сам непосредственно съемочный день это комментарии жюри, и опять-таки исполнение программы на публике, и все пишется с первого дубля, то есть это максимальная концентрация, и я думаю, мы даже за этот период, наверное, даже и выросли профессионально. Финал конкурса «Квартет 4×4» проходит в легендарном зале имени Петра Ильича Чайковского Московской государственной филармонии. И это место, конечно же, культовое для любого музыканта. И выступать на этой сцене – настоящая честь. Ну а сам конкурс для участников может стать прекрасным трамплином в музыкальное будущее. У квартета «Рандеву», например, после первых эфиров конкурса предложений выступать стало больше. На днях ребята летят в Пермь и надеются, что в скором времени смогут дать концерт и в Якутске. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Сильнейшие спринтеры, перспективные юниоры и ветераны лыжного спорта проводят совместные тренировки на алданских трассах. В катку в Южной Якутии уже начали сборные нашей республики и Китая. В ближайшие дни ожидается прибытие еще 6 команд. Как проходят сборы, узнавала Татьяна Вахнина. Алданский центр спортивной подготовки вновь встречает спортсменов мирового уровня. Традиционно в Южной Якутии в катку начинают порядка 10 сборных. Массовый заезд команд ожидается в ближайшие дни. Республиканская и китайская команды уже прибыли в Южную Якутию. Алдан встретил великолепно. Погода шикарнейшая, в отличие от прошлого года, когда было мало снега и было холодно. Нынче условия просто идеальнейшие. Я не побоюсь сказать, но это лучшие условия в мире. Не то, что в России там или где-то, но это лучшие условия в мире на данный момент. Команда республики традиционно начинает вкатку на алданских трассах. Снег в Южной Якутии уже лег основательно, и тренировки проходят отлично. Учебный период у сборной продлится около месяца. Затем спортсмены примут участие во всероссийских соревнованиях, первых в наступившем сезоне. Приехали 27 числа из Новосибирска, там был последний летний сбор. Поэтому ребята сейчас, конечно, в хорошей форме, поэтому сразу начали работать.
Сезон 2019-2020 на алданских трассах начнут лыжники со всей республики и Дальнего Востока. Самой первой в Южную Якутию прибыла сборная Китая. В первой половине дня у ребят тренировка в спортзале, затем они выходят на трассы. В этот раз в составе сборной 14 спортсменов, из них 4 школьников. В Алдане лыжники проводят учебно-тренировочные сборы в 4-й раз. Языковой барьер вовсе не является непреодолимой преградой. Это уже не первый раз был здесь. Я был уже в 2017 году. Это уже второй раз. Здесь погода очень хорошая. В это время в Китае пока еще нет снега, поэтому здесь очень хорошо для тренировки. Учебные тренировки у спортсменов продолжатся до 7 ноября. Затем республиканская сборная отправится в Хакасию на первый этап Кубка России, а команда Китая вернется домой. Первым испытанием в наступившем сезоне для лыжников из Поднебесной станут национальные соревнования. Затем они поедут в Норвегию. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Мирнинского района. Я передаю слово моей коллеге Марферине Алексеевой.